вопрос, каждый человек должен знать. Первая задача, главная задача работников образовательного учреждения, какая задача у нас? Образовательная деятельность. Другой задачи у нас нету. Остальное все это вспомогательное. И в садиках, и в школах, и везде первая задача у нас образование. Как называются садики? Образовательные учреждения. Среднее образовательное учреждение, дошкольное образовательное учреждение, начальное образовательное учреждение. Все мы занимаемся образованием детей. А что мы получаем в итоге? Честное слово, это только у нас может быть такое. Мы радуемся, когда девятиклассники не 50% получили двойки, а 40% двойки получили. Мы радуемся. 9 лет мы этих детей обучаем в школе. 9 лет. И они получают двойки. 40% наших детей получают двойки. Мы радуемся. Вот какие мы хорошие учителя, какие мы хорошие директора. Мы там детей кормим 3 раза в день, там воду даем 5 раз в день, отопление есть, там все есть у них, там одеваются красиво, все хорошо. Но образования нету. Очень даже хорошо получается, весело. И мы радуемся тому, что 60% тройки получили. Потом еще больше родителей радуются, когда едут в другой район, оплачивают 5000 рублей и получают двоечник, получают 5. Еще больше родителей тоже радуются. Вот этого я не могу понять. Вот это мне непонятно. Вот я все могу понять. Но не могу понять, если человек 9 лет учился в школе, он что, таблицу умножения не знает элементарно? Или логического у него мышления нету какого-то. Я понимаю, 10% двойки я допускаю, это везде можно допускать. Это допустимый процент. А когда 40% двойки получают, или там 10% аттестата не получают, вообще не получают и в 11 классе. Вот этого я не понимаю. 11 лет дети учатся и не получают аттестаты. Все говорят, в районе плохо, районе плохо. Район назад тянет образование как раз таки, что вы знали. Единственный вопрос, который мы не можем потянуть, это в получении аттестатов. Самый большой минус для нас идет количество выпускников, не получивших аттестаты. И при том из года в год все больше и больше становится. А мы радуемся. Школу отремонтировали, отопления не хватает, там стекло сломалось, лампочка не горит, сразу прибежали в администрацию, там порошка не хватает, мыла не хватает, этого не хватает. Что вот это самое главное. Здесь нужда, уже 5 лет я вам говорю, почему вы, это больше к директорам я сейчас обращаюсь, почему вы не проводите аттестацию учителей? Вы что, боитесь этих учителей, что ли? Почему не проводите аттестацию? Мы вам показали 2 раза, на что вы способны. Вы покажите этим учителям, на что они способны хоть 1 раз, если вы их не боитесь. Вот с этого надо начинать работу. Точно так же и заведующие садиками. Это вас тоже касается. Вы же прошли аттестацию? Как прошли? Показали вы им результаты, Фатима Халисовна? Индивидуально. Просто стыдно показать открыто. Стыдно показать открыто. Хотелось бы показать по телевизору, чтобы наши родители видели, за кого они голосуют, за кого они беспокоятся. А вместо того, чтобы пойти учиться, научиться чему-то, довести себя до какого-то уровня среднереспубликанского хотя бы. Нет, мы же все герои. Мы должны сидеть на работе, ничего не делать и прийти голову морочить всем. Родительская школа. Почему у вас 5 человек не хватает по электронному дневнику, Ахмад? Почему разница идет по республике и по вашим данным? Где они есть? Это что за миграция пошла по школам? Это что такое? Хунзарская школа не хватает, Гацатлинская школа. Вы как хотите этих детей кормить? Вы знаете, что деньги на этих детей на питание не будете получать? Это что за такое издевательство над детьми? Это получается, на чужие деньги вы должны других детей кормить, что ли? Приведите эти списки в порядок. Это всех касается. Всех 12 школ, которые занимаются приписками.
То, что касается образования, небольшой анализ, наверное, каждый человек должен проводить. Среднее количество детей в одном классе. Хунзарская школа номер 1, 18 детей в одном классе. Среднее количество. 18 детей в одном. Это есть у них и 20 детей, есть 30 детей, есть 15 детей. Гацатлинская школа 13 детей. У остальных сколько? 2-3 детей в классах. 2-3 детей в классах. Мы же почему не хотим понимать, что мы живем за счет крупных школ? 10 школ, которые более 100 детей. Остальные школы за счет кого живут? Вот тогда, когда вот такое отношение, когда к вам есть, когда по-человечески к вам относятся, пытаемся сохранять ваши школы, пытаемся сохранять ваши классы. А где отдача? Почему один ребенок, еще раз, вот каждый раз я задаю этот вопрос, почему один ребенок в одном классе, который класс-комплект мы сохранили, класс-комплект, 25 детей класс-комплект, и один ребенок класс-комплект сохранили. Почему он вундеркиндом не становится? Почему он отличником из школы не выходит? Почему в садике, которые 3 детей, оттуда не идут дети, которые писать, читать умеют на английском языке? 6 воспитателей и 3 детей. Почему нельзя этого делать? Почему мы о своих детях не заботимся? Почему мы издеваемся над своими детьми? Вон простроили идеальный интернат. Идеальные условия. Не у каждого дома есть такие условия. Горячая, холодная вода. 12 душевых кабин в общежитии. 12 туалетов. Никуда выходить не нужно. Во дворе столовая, спортивная площадка, футбольное поле. Все условия есть. Есть условия, чтобы заниматься спортом. Есть условия, чтобы заниматься над собой. Все условия есть. 3-местные комнаты есть. Почему дети не идут туда? Почему мы из-за того, что из-за каких-то амбиций или личных каких-то интересов учителей портим, издеваемся над детьми? Детей держат там в какой-то школе, один ребенок в классе, как он будет учиться? 2 детей в классе, как они будут учиться? Чему они будут учиться? Другой интернат есть у нас, лицей. Другой интернат у нас есть. На 100 человек у нас есть место свободных. Почему вы не даете детей сюда? Почему не хотят отправлять детей в школу, где есть условия, где их можно обучить чему-то? Мы для чего это построили? Мы для чего ремонтируем школы, для чего это все делаем? Все говорят, зарплаты мало. Конечно, мало зарплаты. Вы думаете, я не хочу получить больше зарплаты? Вы думаете, мои специалисты 18 тысяч рублей в месяц хотят получить, и они довольны этой зарплатой? Нет, конечно. Элементарный анализ провести. Можно же анализ провести? Вот наши соседи, Унцкульский район. Сколько школ в Унцкульском районе? 16 школ. Сколько детей? В Унцкульском районе в школу ходят 3400 детей. В Хунзарском районе 2930 детей и 38 школ. Есть разница? А в образовании я не вижу большой разницы. Большой разницы в образовательном процессе я не вижу и в Унцкульском районе, и в Хунзарском районе. Практически никакой разницы нет. Точно такая же ситуация, могу и по садикам рассказать. Точно такая же ситуация. Это около 3000 детей, если в садик у нас ходят, столько же у них, но у них садиков 10, 12 садиков, если не меньше. А почему мы должны быть такими, издеваться, почему мы должны над детьми? Самый обеспеченный район всеми условиями. Это Хунзарский район. 81% книжным фондом обеспечен Хунзарский район. Другие районы 60%, 70%. По республике 67% средняя обеспеченность. А элементарно, сколько детей стало в этом году больше в Хунзарском районе Батмат Хадисовна в 10-11 классе? Насколько детей увеличилось в этом году в 10-11 классе? Не увеличилось. Не увеличилось. А где те книги, которые в Аранийской школе должны быть? Еще раз говорю, основная задача директора – образовательный процесс в школе. Другой задачи у вас нету. У вас есть завхоз, пускай занимается поломанным стеклом или не работающим туалетом, пускай сперва ищут, почему они не работают. Ваша задача – образование в школе. Первая и главная задача. Другой задачи у нас нет в школе. Второй вопрос.
Второй вопрос. Прихожу в школу, взрослый человек, мне 50 лет, я, может быть, дедушкой каким-то детям гожусь. Если я не отойду в коридоре, они снесут меня в школе. Вот 100 килограмм меня сносят в школе. Вместе со мной, когда был помощник главы Республики Дагестан, мы отходили от детей в Аранинской школе. Это что за отношение такое? Что за воспитание? Классный руководитель, который 5000 рублей, 6000 рублей получает. А чем они занимаются? 5 детей в классе не могут воспитывать. 3 детей в классе не могут воспитывать. Это что за отношение такое? Делайте график, пускай каждый день этот классный руководитель ходит по домам, рассказывает родителям, чем занимаются их дети. Каждый день пускай ходят. Ничего страшного нет у них. 5 детей, 18 детей, вот я сказал, самое большое количество, в среднем, если взять. У остальных всех 3 детей в классах. Пускай идут по домам и занимаются воспитанием родителей, потом детей. Рушат школы, ломают школы, потом приходят, у нас этого не хватает, у нас того не хватает. Конечно, не будет хватать. Конечно, не будет хватать. Вы же дома не ломаете стекла и не бьете эти стены. Двери не ломаете. А в школе же можно все делать. 10 лет не прошло, котел сломался, купите нам котел. А дома же не покупаете вы за 5-10 лет новые котлы. Или еще там всякие проблемы. Почему вы не относитесь как к дому в своей школе? Почему вот такое отношение к имуществу? Это же вам веренное имущество, это не ваша собственность. Вот точно так, как мы ее вам передали, вы тоже передайте ее нам. Анализ ОГЭ, Сравнение. Я думаю, что особо хвастаться, наверное, Можно. 2%, 2,4% лучше стало по сравнению с 2022 годом, 2023 году. Это общий итог. Здесь не говоря уже о других каких-то, где минусы ушли. 2,4% мы в прошлом году был 13%, в этом году 15%. То есть это хуже стало, лучше стало, то есть да, на 2%. Olması da bir çoğu школах низкий результат пихизониги, общий процент адиматон год. Даже если Поднимать хадис, но в школах результат высокий, этот процент будет еще лучше. выше, да. Еще лучше будет этот процент. Надо делать так, чтобы... Мы радуемся тому, что у нас 9-классники 40% только двойки получили. А в прошлом году 50 было. А могло бы 70% двойки получить. Вот это у нас мы героизм совершили. Геройство совершили мы, что вот за 2 месяца их довели до 40%. Ну это что ли наш результат? Если мы с марта месяца до мая, получается, 10% исправили ошибки, почему с сентября вы этим не занимаетесь? Почему каждый день не проводите ОГЭ, ЕГЭ? У вас что, материалов мало? Или бумаги не хватает, или возможностей не хватает? Все говорят, вот как плохо пятидневку сделали. Когда процессы невозможно вмешиваться, его надо управлять. 90% учителей в субботу не работают в школах. 80% детей не ходят в школу в субботу. Зачем мучат себя детей? Правильно сделали, что перевели на пятидневку. Очень даже правильно сделали. Вот это основные вопросы. Есть очень много вопросов, которые поставлены перед нами задачей. Есть и электронный дневник. Я вам 3 года назад говорил, что надо начинать переходить на электронный дневник, пока нас не заставляют. Пока нас не заставляют, надо переходить на определенный уровень, чтобы в следующий раз, когда начинают заставлять, сказать, что мы уже это делаем, нам это не нужно ничего делать. Нет, никто не хочет этого делать. Тысячи причин, чтобы не переходить на электронный дневник. Хотя электронный дневник очень выгоден и для учителя, и для родителей, и для всех. Всем выгодно это. Нет, не будут этого делать. Зачем нам электронный дневник? Если электронный дневник будет, родители увидят, как их дети занимаются, не занимаются, там, что они получают, что не получают. 30 человек, 27 человек идут на золотую медаль, 13 получают. Это уже невозможно сделать, если будет электронный дневник. Это же мы не сможем сделать? Нет, конечно. Мы же должны быть хорошими для каких-то родителей, для кого-то.
эти все вопросы, которые мы должны делать. Хотим мы этого, не хотим мы этого, никто, ни меня сюда насильно никто не тащил, ни вас сюда никто насильно не тащил. Мы взяли на себя эти обязательства, мы ее должны выполнять. Мы ее должны выполнять. Кто ее не может выполнять, они должны сказать спасибо родителям, спасибо детям и идти туда, где мы можем работать. Вот так должно быть. Это мое мнение. Я не знаю, может, у вас другое мнение? Мы вчера просили провести тест работников образования. Я не знаю, на сегодня какой процент сделали, Батмат Хадисовна. 1600 работников образования, надо было всего-навсего 1100 человек зарегистрироваться, зайти, посмотреть Конституцию, там несколько вопросов ответить. Да, нет, тоже никакой разницы нету. Кто как хочет, может отвечать. Можно было. Все сделали? Молодцы, если все сделали. Это ничего не стоящее. Этот вопрос не для района, этот вопрос не к администрации отношений. Этот вопрос стоит республиканского уровня вопрос. Это отношение к республике. Поэтому мы, когда тяжело нам бывает, мы к кому обращаемся, когда нам тяжело бывает? Только к образовательным учреждениям. А других же нет у нас, другого коллектива у нас нету. И субботники вы делаете, и мероприятия, которые мы делаем в районе, делаете вы. Огромное спасибо. Я еще раз говорю, я всегда буду говорить, очень много помогли. Как никогда помогли образовательные учреждения, учителя, директора, сельские поселения, главы сельских поселений. Все жители Хунзарского района в этом году сплотились вокруг района. Плохо это было, хорошо это было, да, кому-то это не нравится, кому-то это нравится. Вот идите, посмотрите, сегодня можно вот всем сейчас сесть, поехать, посмотреть Журавли в каком состоянии. Это же все наше, это же ваше все, оно же от нас никуда не уйдет. Ее никто от нас не заберет уже. Это наша собственность. Хотите с детьми, идите посмотрите. Хотите с гостями, идите посмотрите. Хотите сами, когда нервничать будете, идите посмотрите, успокойте свои нервы там. Я надеюсь, эти сосны выживут, деревья выживут, которые мы посадили. Это будет место такое притяжения каждого человека. Но это все в том числе сделано благодаря вам. Вам всем за это же я вам спасибо говорю. Но я хочу, чтобы вот так же спасибо сказать, когда будут у нас и 100-бальники выпускники, и отличники выпускники, и так далее, и тому подобное. И на Олимпиадах, когда начнут наши дети выигрывать. Я же этого хочу. Я радуюсь, вот, что 6 человек из спортшколы нашей вышли в финальный раунд по борьбе. Этому я радуюсь уже. Я надеюсь, что из 6 человек хоть один выиграет. Хотя бы призером станет. Это тоже будет для нас приятно. Почему мы в 2020 году единственный район, который не закрыл спортшколы. Ни одна спортшкола у нас не закрылась, ни одна спортивная секция у нас не закрылась во время пандемии. На уровне республики разрешение взяли и сказали, что мы будем заниматься этим. Почему у нас не должно быть спортсменов? Почему из 3000 детей один борец не может быть? Да, волейболисты у нас есть, спасибо тренеру, спасибо родителям, спасибо Магомеду, волейболисты у нас есть. А дальше что? А там сколько борьба, дзюдо, вплоть до фехтования, наверное, там чего только у нас нету этих тренировок. А чемпионов нету или победителей нету. Вот этого я хочу получить. Хочу получить победители олимпиад по математике, по физике, по химии, по биологии. По физике получили, спасибо за представителя. Очень даже хорошо и Хунзарская, и Абудинская школа. Больше хочу получить. Другого же не прошу я от вас. Я же от вас не прошу другого. Сидрат, сколько тестирований мы провели в садике, когда переводили в школу? Почему мы не проводим? Я же вам говорил, когда переводные садики в школу, когда идут, делайте готовность детей из садика в школу. Почему не проводите? Проводим же. Сколько провели? В этом году сколько детей психически негодных прошли в школу?
Сколько детей не подпадающих под категорию прошли в школу? Почти что все подпадают. А есть больные, умственно отсталые? Ну, больные, умственно отсталые, как бы то ни было, для них же предусмотрено образование. Нет, вот эти 120 детей, есть эти дети? Нет, у нас Есть даже дети, которые разговаривать не умеют, это все не делают. Нет, эти дети есть, как их не быть, они есть, но в школу, видимо, они дальше уже не идут. Такие дети уже остаются. Я хочу задать вопрос, если дети нормально идут в школу, почему они до 9 класса не могут нормально учиться? Получается, мы, родители, отдаем вам здоровых детей из садика в школу, умных, грамотных, воспитанных, а в школе их делают неграмотными, невоспитанными там, и так далее, там потом. Можно я дополню? Есть такие дети, но однако мы получаем с больницы, что он здоров. Падмат Хадисовна, Умудряют принести такие справки. Падмат Хадисовна, есть такие Дети. Почему? Хорошо, есть такие люди, Падмат Хадисовна, это 3% от общего количества такие дети есть. Есть и другая категория детей, если вы хотите это знать. Здоровые дети получают справки, чтобы сделать домашнее обучение и зарабатывать деньги для учителя. Это же тоже есть. Мы же это не учитываем. А эти дети, у которых есть справка о том, что он на домашнем обучении, он ходит в школу, кушает, учится, все делает, и за домашнее обучение деньги получает. Это же тоже есть у нас. Я же об этом не говорю. Это же не значит, если я не говорю, что мы это не знаем. Есть вещи, на которые мы можем закрыть глаза. Я 3%, 5% детей больных, отсталых, невоспитанных, которые не могут учиться. Я же допускаю это все. Я допускаю это, что Шамиль Гимбатович, когда вышел на форуме в 2019 году на трибуне, сказал, все дети рождаются одинаковыми. Все дети рождаются одинаковыми. Только мы их делаем потом, кого хорошим, кого нехорошим. Благодаря нам все воспитание дети получают, начиная от садика и в школе. Дальше 18 лет детей воспитывать невозможно. 2 года, 3 года, когда он в садике, там получает он основное воспитание. Основное образование он там получает. Основные наклонности он оттуда приобретает. А мы что делаем? Вот этого я хочу понять. Что мы делаем? Что мы должны делать? Еще что мы должны делать? Оборудование, которое у вас не было 30 последних лет, за 5 лет мы сделали вам. Интерактивные доски, пожалуйста. Музыкальные центры, пожалуйста. Доски, пожалуйста. Еще что-то, пожалуйста. Все, что нужно, пожалуйста. Ничего же не отказываем. Вы посчитайте последние 5 лет, сколько потратилось на школы и садики, сколько было до этого потрачено. Посчитайте, это же элементарно. Вы же все ходите, ищете там 10 рублей где-то кто-то украл. Вы же знаете, сколько денег я ворую. Все же считаете это. Все считаете. Посмотрите, сколько денег потрачено на вас. И все думают, что вот вы знаете про меня все, что мы про вас ничего не знаем. Все же так думают. Нет, мы про вас тоже знаем все. Точно столько вы знаете про меня, я тоже знаю про вас. Даже, может, чуть больше. По тем оперативным возможностям, которые у нас есть. Мы чуть больше знаем. Это не обязательно говорить вслух. Поэтому ничего не требую. Выполняйте свои функциональные обязанности и те поручения, которые вам дают. Пожалуйста. Просто когда мы провели такую диагностику по всем садам, у нас проблема состоит в материально-техническом обеспечении больше. У нас проблема в кадрах, переподготовке воспитателей, руководителей. Вот в этом у нас базовая проблема. Пожалуйста, организуйте, да. У нас есть все желающие воспитатели, хотят пройти курсы повышения. Кто мешает? Кто мешает? Ну, для этого необходимо их пригласить. Спасибо, очень хорошее предложение, спасибо, садитесь. Кто помнит в 2019 году, когда мы сюда приводили этих Middle East? Все же помнят. Хорошие специалисты были. 11 человек прошли тест на английском языке, они получили хороший опыт. Один из их выпускников выпустила выпускницу школы с 80 баллами по английскому языку на ЕГЭ.
Отрадно? Отрадно. 1000 раз сказал, 5000 раз сказал каждому директору, дайте списки, сделайте группы, я вам приглашу сюда лучших специалистов, которые есть у нас в республике. Лучших специалистов образования, лучших специалистов дошкольного образования. Всех приглашу, всех позову. 5000 рублей с вас требовалось, чтобы 35 000 рублей отдал за каждого человека, который обучался на английском языке. 5000 рублей они платили. Сказал, по математике, пожалуйста, оплатите 5000 рублей, остальные все деньги я сам буду платить. По русскому языку, по химии, по физике сказал, делайте. Кто вам мешает этого делать? Я же поэтому сказал, Асият, я провел тестирование 2 раза учителям, то есть директорам, показал им, на что они способны. Делайте то же самое учителям. Заставьте этих учителей учиться. 3 месяца у них есть каникулы. Пускай самообразованием занимаются. Воспитателям что мешает? Кто вам мешает прийти сюда и сказать, что дайте нам, вот у нас группа есть, дайте нам представителя в том или ином направлении? Почему не хотят? Почему никто этого не хочет? Я же об этом 5 лет вам говорю. Дайте мне группу, я вам сделаю все. Вот кабинет дам, книги дам, класс дам, оборудование дам, все дам. Учителя дам. Все сделаю. Только приходите и обучайтесь. Нет, это же не нужно. Зачем? Зачем? Мы же асы. Мы же там вундеркинды все. Все знают, все могут. Никому это не нужно. Поэтому правильно хоть кто-то понимает проблему. А что Ничего не можем делать. Семинар, онлайн-обучение. Кто мешает? На сегодняшний день сегодня кино-межцифровой Бадимат Хадисовна, вот так и должны обучаться. Бадимат Хадисовна, Мы можем их отправить. этот семинар тоже очень много даст. Этот семинар покажет желание этих людей заниматься. Если у этих людей есть желание заниматься, если эти люди верят в себе. Вот еще один вопрос я задаю. У нас в районе 48 преподавателей английского языка. 48. В тот период было. Вот на тот период, когда мы проводили аттестацию, было 48 учителей. Пришли на занятия 16 человек. Почему 32 человека не пришли? Как вы думаете? Тишина. Тишина гробовая. Потому что эти 32 человека, я боюсь ошибиться с процентами, не знают алфавита английского. Они не знают, что такое английский язык. Они физкультурники, они химики, они завхозы, там кто угодно, только они не знают, что такое английский язык. Поэтому они не пришли, поэтому им было стыдно перед теми учителями, которые не понимали русский язык, потому что они разговаривали только на английском языке. Они преподавали уроки на английском языке. Вот это 16 человек прошли уроки английского языка на английском языке англоразговаривающим человеком. Языке на англоязычном разговаривающем человеке. Вот он проводил занятия, поэтому они не пришли. Поэтому остальные тоже не хотят идти на эти семинары. Они боятся, что увидят их неспособность и будет неудобно. У нас есть уже списки сформированы. Все хотят. Все, готовьте списки. Я же вам тогда тоже говорил. Готовьте списки, мы сделаем все, что нужно, чтобы эти люди обучились. Точно так же и по школам тоже мы готовы. Еще раз говорю. Когда говорят, что учителя, мы же тоже ученики. Я тоже ученик. Я и сейчас тоже учусь. Я сейчас тоже ездил в Москву, по их программе что-то, чему-то стараюсь научиться дополнительно. Потому что то, что мы проходили 30-40 лет назад, сегодня уже не актуально. Сегодняшние дети, то, что мы проходили 30-40 лет назад, они уже в 1 классе проходят. Это уже уровень детей, наше обеспечение и программы ушли далеко вперед. Ушли далеко вперед. От того, что мы были хорошими учениками или хорошими выпускниками пединститута, этого недостаточно сегодня. Это времена уже поменялись уже. Надо даже научить детей чему-то. Никто из нас уже не может. Мы не способны учить детей. Хотя бы мы должны научить детей учиться. Научить детей учиться нужно. Не получится у нас детей чему-то учить, потому что они на голову выше нас. Но их надо на правильный путь направлять. Их нужно поставить в правильное русло. Вот это наша задача сегодня.
от того, что мы говорим, что у учителя нету цены, неправда это все. Это неправильно. Учителей благодарят всегда. Вот мне 55 лет, я же благодарю своих учителей. Всех учителей, начиная с первой учительницы. Я всегда говорю, вот все, что мне дали, это учителя, которые дали. Если бы Магомед Османович не приходил бы каждую неделю ко мне домой, не жаловался бы на меня родителям, я бы тоже не стал бы тем, кем стал. Или если бы Махамад Хаджиев, буцуринский физик, не бил бы меня в школе, я бы тоже не стал бы учиться. Если бы другие, это же все, это же они делали. Они же не потому, что хотели, чтобы унизить нас или там издеваться над нами. Они дали нам то, что дали. Я благодарен всем учителям, которые у меня были. И при том 80% не гацатлинцы были. На самом деле, это те люди, которые дают нам то, что мы сделали. А вам кто это сделал? А вам что, не учителя это сделали? Или не воспитатели это сделали? Вас же тоже они сделали. Почему вы думаете, что вы благодарите своих учителей, а вас не благодарят? Пример приводил я вам еще раз. На августовском совещании вышла девочка, сказала, в первую очередь она сказала, я благодарна учительнице, которая меня научила. Которая 100 баллов взяла, в ГИМО поступила без экзамена, то есть без ничего, без конкурса. Она же благодарила учительницу, ей было приятно тогда, наверное, я думаю. И наши учителя, наши ученики, за исключением некоторых, все благодарят учителей. Ну да, из Меседо, когда выступает, она тоже говорит спасибо всем учителям, которые помогли миллион заработать еще в школе. Эти все вопросы, которые мы сами себя гоняем в ненужное русло. На ВКС последний раз поднимал Сергей Алимович вопрос по горячему питанию. Вообще по питанию. Садики, школы. Может быть, кто-то из вас уже, когда мы что-то делаем, такое ощущение бывает, что это все так и должно было быть. Да? Никто не замечает, что сделано, что не сделано. Питание у нас было централизовано в садиках. Я ее передал по садикам для того, чтобы вы взяли это все под контроль. Вы взяли на контроль. Все. И начальные школы, и садики. Берите ее на контроль. Провели проверку в Махачкале в 7 садиках. Нашли просроченное масло. И масло притом нашли не дагестанское. Там чуть ли не Курское там, или как с какой-то области пальмовое масло, переделанное в сливочное. Почему вот так вы относитесь к нашим детям? Почему вы не думаете, что от этого пальмового масла наших детей развивается онкология, бесплодие и так далее? Там, на стадии развития детей, почему мы нацию уничтожаем? Почему мы уничтожаем это все? Вообще нужно ввести в Ростов всех. Поставить там перед онкологическим центром и показать, сколько дагестанцев там сидят в этом онкологическом центре, сколько они приезжают за день туда. Потому что мы своим поведением делаем это все. Мы делаем это все. Сознательно. Несмотря ни на что, за сиюминутной выгодой, скрывая там какие-то другие вопросы, мы заставляем детей кушать пальмовое масло, просроченные продукты и так далее, так далее, так далее. Хотя у нас в районе есть все условия обеспечить все школы и садики настоящими натуральными продуктами. Никаких проблем нету для нас. Абсолютно никаких проблем нету. Что у нас, картошки мало в районе? Вы знаете себестоимость сливочного масла килограмма? Сколько стоит? 800 рублей. 800 рублей стоимость сливочного масла. А вы покупаете за 600 рублей сливочное масло. И более того, еще вопрос, который там поднимался на ВКС. Покупают масло 794 рубля и 801 рублей у одного поставщика, 2 посредника покупают для садиков.
Это же масло, этот же поставщик поставляет частные садики за 450 рублей. Вопрос поднимается, а для чего? Зачем мы это делаем? Зачем мы издеваемся? Зачем мы издеваемся над своими детьми? Это же наши дети. Покупайте масло у поставщика, которого мы знаем, что это натуральное сливочное масло. Хотя бы дорого будет, но зато у вас же деньги есть. Садиков чуть меньше, у школ же проблем нету. Школы даже не знают, куда деньги потратить. Как деньги потратить на детей. Лучше покупайте нормальные продукты. Кто вам мешает этого делать? А кто из вас не зарегистрировался в Меркурии? Все зарегистрированы. В честном знаке все зарегистрировались. А почему информацию не выставляют на сайтах по меню? 30%, 26% выставляют, 74% не выставляют. Почему не выставляете? Выставляйте, это минус, это все контролируется по федеральным каналам. Ежедневно контролируется через Москву. И они показывают, что в Хунзарском районе 74% садика и школы не кормят детей. Они так говорят. И тратят деньги неправильно. Еще один больной вопрос, который у нас есть, подвоз детей. Подвоз детей в садики и в школы. Я с 1 сентября вам говорил, подвозить детей с Хунзаха в Арани категорически запрещаю. И с Арани в Хунзах тоже запрещаю. Почему? Объясняю. В Хунзахе есть школы, Арани есть школы, Цада есть школы, Абуда есть школы. Своих детей обучайте у себя. Если это право родителей. Если родитель не хочет отдавать детей в тот или иной садик или школу, это право родителя посадить этого человека в такси, отвезти хоть в Махачкалу, хоть в Китай, хоть куда угодно. Но мы обеспечиваем школами все населенные пункты. Будьте добры, не тратьте наши деньги просто так. У нас и так не хватает этих денег. У нас и так не хватает денег тратить на лишние перевозки школьными автобусами. Категорически запрещаю. Буду отправлять гаишников, чтобы контролировали этот процесс. Второй вопрос. Поднимает вопрос, почему из Хини я детей сюда не вожу. Не могу я этих детей возить сюда из Хини. Я туда на нормальной машине ездить боюсь. А автобус, школьный автобус с детьми отправлять туда я категорически не могу. Из Хини сюда возить детей. Если они хотят сюда ездить, вот общежитие, вот школа, 2 интерната, хотите военно-спортивным уклоном, хотите знаменитую школу Расула Гамзатова. Пожалуйста. Никаких проблем нету. Никаких проблем нету. Любого человека мы примем, пока на 78 мест. Если дети будут, еще одно общежитие построим, сделаем 150 мест. Но возить детей из Хини сюда каждый день, это рисковать. Я, конечно, на себя такую ответственность не могу брать. Точно такая же проблема есть в некоторых населенных пунктах. Это надо объяснять родителям. Это нужно объяснять детям. Гацатли учатся в начальных классах 120 детей, если я не ошибаюсь. 70 детей из них малогацатлинские, 50 детей большого гацатля. Кого из них возить? Сколько детей возить нам на этом автобусе? Это начальный класс, я считаю, не говоря уже о старших классах. У них на расстоянии 1 километр 250 сколько-то детей. У нас на расстоянии 4 километров все дети и находятся. А каких детей взять, каких детей не брать? Почему родители об этом не думают? Что, мы ходили в школу, на автобусе возили, что ли? А почему вот такое отношение сейчас становится у нас? Родителям нужно объяснять это все. Саляхат Магомедов, ничего страшного нету. Соберите родителей, скажите: уважаемые родители, 250 детей возить мы не можем. Если есть какой-то ребенок, давайте мы сделаем список детей, которых мы должны возить.
Если есть такая необходимость. Но 250-300 детей возить. Я понимаю, где в школах, например, от школы работа. От школы нету, работа надо детей возить. Ничего страшного возить, мы же дали автобус. Но работа автобусу заезжать, я категорически запрещаю. Если в следующий раз вы же вообще изыму автобус, останетесь без автобуса. Точно так же всех это касается. У вас в каждой школе, на каждой территории есть школы. Для 11 есть школа Арани, для старшеклассников. Пускай идут туда. Мы не зря построили эту школу. Сколько? 253 человека в школе? 254. Еще почти 60 человек вместо есть у нас свободные. В Аранинской школе. Приходите. Очень хорошая школа. Очень хорошее оборудование. Эти вопросы, все эти вопросы, связанные с родителями, можно снять, проведя родительское собрание. То, что книг не хватает, это не только у нас не хватает. У нас 81% обеспеченность, по республике 67%. Нужно проводить собрания с родителями. Каждую неделю, каждый день можно проводить. Вот для этого есть у нас классные руководители. Пускай идут по домам, объясняют, если родители в школу не идут. Самая большая задача у нас, самая большая задача, которая стоит перед нами, это образование. Это образовательный процесс. Ее с нас никто не снимет. Это наша первая и основная задача. Начиная с садика, приходят родители, там флаг поднимают, идут, там у нас в садике холодно. Один день у нас было холодно в садике. Все говорят, надо печку топить, надо это делать. Зачем? Зачем сегодня отопление включать, когда 17 градусов на улице? Для чего? А что, кто вам мешает включить котел, нажать на одну кнопку и зажечь ее на один день, и потом выключить, когда холодно? Вы что думаете, эти деньги, которые там остаются, они куда идут в конце года? Они же вам на нужды для школ, для садиков, туда же они идут, сэкономленные деньги. Нет. Зачем мне этот 40 садиков в районе, когда я за свой садик, там, за своего зятя, брата, свата, друга, мужа, жены там должен беспокоиться, что он, оператор котельной, должен деньги получить в этом месяце. Зачем это все нужно? Для чего? Зачем такие вещи делать? Я же не делаю такие вещи. Я же так не делаю. Вам тоже не советую так делать. Все мы делаем. Ни один садик, ни одну школу в критической ситуации мы не оставляем. Сейчас осталось у нас Ахалчи, насос поставим, что-то еще сделаем, пока школу не построят, их тоже приведем в порядок. Хотя больше всего жаловаться они должны, ахалчинцы. Самая старая школа, в которой ничего не сделано с 80-го года. Вот вы, когда ветер в Хунзахе бывает, поезжайте в Ахалчи, у них под стенами ветер заходит в классы. Ветер, вот в таком положении у нас дети учатся. Им же надо в первую очередь сделать. Поэтому не думайте, что мы чудо проблему не знаем, кого-то упускаем. Нет, мы все проблемы знаем. Мы стараемся решить первоочередные задачи в первую очередь, потом, которые можно потом. Эти все задачи будут решены для всех. Но единственная просьба помочь нам в этих вопросах. Добрый день, уважаемые коллеги. Честно говоря, я очень рада, что Махсуд Гаджиевич вот так эмоционально сегодня вел с вами разговор, или это называется беседа, или почему? Потому что ежедневно, как Аждаха, когда я говорю элементарные вещи в группе, вы просто можете думать, что это мне очень нужно, что это мой каприз или это что-то другое. Я когда себе выписывала заметки на сегодняшнее совещание, от сидит Хуан Адинаха с началом осенних каникул, или Хуан следом я написала, пусть эти осенние каникулы наполнятся листопадом счастья и ветром удачи. И
نجدو بيخيزا كراندا شخني باقنا نقوان تتراد باهي الحلق كوكاموخا. Почему я это так сделал, Бицуню? Потому что листопад счастья друг другу пожелать ульхалах никакие ругу, а никакой один бусургазу, жак адунялда, булгижо, нужот кине до халаха. И это мы никогда не должны забывать. Это мы никогда не должны думать, что жак аэвдуа бугин цехебук анин и продолжается Украина, да жак аэвенихмугин. Никет игебач инаринеб гишуларин нилон киданниги но жак ник Аллах садим берсинон тунугях никеги богун никку разигу никет никет хукума хулух кит адибосумугяхлда эбхайзкул никогда не должны выбирать хеч и роль гехазкулару бутрок хеч акул конечно кисанха никер бетралдри конгуру никхалт улар кидалха эзкулар киданниги хидок ани коши хилил он метерник хергу мерги баархули никедет возлагать он обязанность адиги тун цо пулана чист коши хилил он никед адхаут жаваб эч он кулар. Вот посмотрите, коллеги, сегодня хабак однужа аданди хелдрач, но я же не просто приглашаю, вы же это знаете. Жак ани совещание горахак уже метер но жоргу коллектив гибак арун. Вот у нас то-то не сделано. Вот о чем говорил глава и о чем говорила там Патимат Хадисана. Вот на что мы должны обратить внимание, внимание, что на жорбук инкулари. Ну нет уже. Ну кида одицги ол, нужуга ол, нужече ол, Масуд Гаджиевич кида го образование минусук унил усулил онха. Бук унару. Образование хитсшил оник это большая армия. Хунзасский район 0 если нет образования. 0 если нет образования. Хоть он обрай, он дголю гилан олю шижеб, как вот хеб армия нуж кот Ирак неч он крони же шиханюги. Тоник отдела хольжу шиханюги, нужги окроеч огон. Хол кинабго. Но это все же не кербук онха образование хул. Вторая часть. А основная это наша задача и достижение целевых показателей. Шижелха целевые показатели. Есть, конечно, несколько подцелевых показателей никергу районги бихискани, никергу образования хискани. В первую очередь, о чем я хочу сказать. Дица ляпкусинах саатах Масуд Гаджиевича спицана, я так думаю, это была дисциплина ваша. А сегодня, вот сейчас я буду говорить адресно каждой нужется внимание к школе, нужется бихизай школе целевые показатели обещали. Адресно. Ну, здесь группа алжаник, ханчик, уважаемые коллеги, забудьте, это не то образование. Нужно рауюгу, никеля разгрузить олюгиля, никеля халт и дахизолюгиль, бумага дахизолюгиля. Да, может быть бумага дахизолятиля, а электронная ракцик инолюгу. С нас требуют не на бумаге. Правильно, бумагу уменьшают. Правильно я говорю? Бумага уже не нужна. Где-то что-то и на бумаге требует онь-гурунь. Бумага нет. Все должно быть электронно. А это для нас проблема. Почему это проблема? Это и в республике. Вот девочки сидели вчера на совещании, которое Яхья Гамидович проводил. Вот они это услышали. Так вот в республиках я разом перейти на электронный кайдалты. А как мне это делать? Все, что говорил сегодня глава района, хотя он это говорил вам, это я все принимаю на себя. Почему? Потому что я сегодня отвечаю за образование района. Почему? Потому что я для этого стараюсь днем и ночью. Вчера я ушла домой 12 часов ночи. Я чай даже не ставлю никогда. Вот мои сотрудники это знают. Я даже не вспоминаю время обеденного перерыва. Так, бицу не ушаяли. 5 дней переходить он ник. Это не означает, что в субботу школы должны быть закрыты. Это не означает. Почему они должны быть закрыты?
А когда же мы будем заниматься доп. Образованием, если у нас доп. Образование в САД Республика Дагестаналдаги на первом плане? Ши замана дарсл гикун, вот сюда хаду гихалайнуш, хаот арахсурдо баша харахадинан руку мукун, букунаришха. Хет асхаду, каким доп. Образованием вы хотите, чтобы дети занимались? И как вы хотите отвечать за здоровье и безопасность этих детей, хасехват и гирукун? А какое время они будут делать уроки на завтрашний день? Какое время они это будут делать? Халядить бицунюгу. Вы говорите, нужно речь или кружок, или ол нужется. Нужно речь или доп. Образование, шихолил жалукин. Правильно, я не имею права. Жиндирбугин нагрузка, сантик, он заман халт изези, цоник учитель субботок ахизи. Я не имею права. Это против закона. Однако вы, как руководители, вы имеете право распределить учебную нагрузку. Кина замана хитси шихалт и айляли. Так, объясняю вам. У нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 школах у нас есть точка роста. Неклассная физкультура у нас есть в 20 школах. Неклассная физкультура. У нас есть успех каждого ребенка 1, 2, 3, 4 в 4 школах. У нас есть учебные мастерские 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 школах. У нас есть учебные мастерские. У нас есть психолога-суставка. Нет, ставка ГГ, полставка ГХ, в 20 школах. У нас есть социального педагога, где-то ставка, где-то полставки, в 20 школах. У нас есть пионер-вожатые, в 20 школах, полставка и первой школе ставка. Пожалуйста, какое время вы хотите, чтобы они делали эту работу? Какое время? Анкодарский крон. Я очень рада, что пятидневка есть. Бить у нее шеяль. Но же долго бить, изгибить, кулар шин бат и шин жарицин кулар. Бить у нее шеяли. Анкударский крон. Сокан хологу хабулился. Метер колды. Метер олд, жинди батуджу. Если ребенок увлекается спортом, спорт. Если увлекается музыкой, музыка. Если увлекается театр в школе, театр в школе. Если увлекается какими-то мастерской если это движение первых проекта не лучше ли суббота химир выспаться гехабун, пач и на жинди бог делом заниматься в субботу? Не лучше ли это? Не будет ли от этого нам польза, если не керхимал? Покушали, отдохнули, вечером спокойно начали делать домашнюю работу. Вы не видите в этом ничего хорошего? Я вижу. Я для каждой семьи тоже вижу от этого пользу. Шайл они жу ичкут арах рукой рач, он дидри хуйлуг, ичкут анцут арах рукой рач, он луг химал спортивный гол секциялся. Шидар солгоз. Основном чахи химал. Шидар сагазги холи, ши замана хагал хималатса. Дарсалги хадур из руги. И кинан гоз кнуги жодоргу егеогеатанги, огеогеатанги, переходные экзамены лугеатанги. А как они будут это получать? Знания. Я каждому из вас сегодня дам возможность говорить, если я говорю неверно. Мой огромный плюс, наверное, в том, что я работал, начиная с учителем в начальной школе, учителем в школе. И я знаю школьную программу. Я знаю учителя слуги, директора слуги, его обязанности и как и что он может делать. Нужно гуру бет эрхай, нужно уставги, нужно гугу. Шайхолар диокнут в начале Азии, чтобы вы представили расписание субботного дня. Я уверена была, что каждый из вас скажет: суббота жодор шиляль, пятидневка, другой жодор шилогиля, жодор не урочка или жодор кружок или жодор шиляль. Конечно, эльхеч и школа и гиругу. Это начальная школа.
есть и основные школы. Да, у вас есть возможность заниматься углубленным изучением того или другого предмета. Дарсалги кюнхаду, анкударски кюнхаду, суаканхологу, шайвач и небок или химерхи, заниматься хайзи химиогетань, биологетань, углубленным изучением своего предмета. Приходите в субботу, пихизай заман, приходите в субботу заниматься этим или другим делом. Так, коллеги, я вас очень прошу, не переведите все на деньги. Если все будут переводить на деньги, меня здесь не должно быть. Меня здесь не должно быть. Я столько времени говорить не должна, если перевести на деньги. Если речь идет о зарплате. Нужно прекрасно бажарулы он организовать он. Развитие системы доп. Образования на первом плане. На первом плане. Холевок искюкана, исана гюгрудинангу, батахеч живи сентябрях пайби хлопха, навигатор химел доп. Образования друг химел навигатора дросилон. Исана хизам биту хисандида губичич, потому что я привыкла правильно работать. Я все время старалась именно хаб кружок друг химел росижани, хаб точка ростал друг химел росижани, хани хун цухохуч он ханис росилан айзиха. Но теперь я выяснила для себя рук инчунаниги статистика quarumu. Республика хичина бужоха quarumu статистика. Хабак албач он хиданиги хайзи он мониторинг. Хунзасский район, а красная зона он. Пожалуйста, по навигаторам у нас работу ведет Аминат и Киргу Каримат. Пожалуйста, информацию представим, какая на сегодняшний день есть. Я вот коротко скажу сегодня о тех школах, в которых нужно исправить ситуацию по навигатору. Это Гацатлинская ДЮСШ, там 92 человека только, Тагадинская СОЖ 12, Хунзарская СОЖ номер 1, 52 человека, у них довольно большая школа, и больше детей можно добавить на программу «Точки роста». Гацатлинская СОЖ 13 человек, у них пока было только новые места доп. Образования программа, но теперь они могут добавить, у них точка роста тоже появилась, и детей на программу точки роста тоже необходимо будет добавить. Харахинская СОЖ 17 детей, Ободинский детский сад, там единственный сад, который у нас есть дополнительное образование, там 5 человек только у вас на сегодняшний день. Вот одна программа физкультуры, там у вас надо будет дополнительно детей добавить. Тлайлукская СОЖ, это в прошлом году тоже открылась точка роста. Вот необходимо вам тоже добавить программы в навигатор и на эти программы добавить детей. Вот по этим школам у нас плохая ситуация, очень мало детей. Вот все программы точки роста, которые у вас есть, необходимо добавить, удалить тех, кто уже не обучаются. И уже до конца октября уже надо нам в зеленой зоне быть. Надеюсь, общими усилиями получится нам достигнуть нормального результата. Дальше. Халеха Никер Хабсаталда уже есть приказ об утверждении графика проведения муниципальных олимпиад. Пожалуйста, Рапиат. Первый предмет у нас химия, муниципальный этап. Всероссийская олимпиада школьников. Да, участие Хайзи Никер уже отбирает он по проходным баллам учеников. Ханчи снак Никер инюгу метер снак инюгу каникулу заманал. Хечуха после каникул Никер инюгу муниципальный этап. Пожалуйста, киногнужор ответственный хозяин, что у нас будет проходить олимпиада в Хунзарской первой школе, она нас принимает, как и все прошлые годы. 10:00 Байбихол Никер олимпиада. Никому нельзя опаздывать. Киногу олимпиады рук и ногу под камерами. Камера зул, бичанги рук, видеонаблюдением. За всем этим смотрят в Цойл Санце коллегой. Тут сталкиваются он с школьной этапом, что бабихр снапхи, этим проблема нужно, потому что нужно заучить детей постоянно доводить он, нужно он тельха.
логинал обновляту стат градал такие фисокал такие гола августа. И я сталкиваюсь с такой проблемой, когда в конце сентября или в начале октября дистанционные олимпиады на платформе Руки олимпиады Байбихараху, что у них не обновлены эти логины, что они не могут зайти на эти сайты. Они мне звонят, почему эти школы не участвуют, или почему они не скачивают эти коды для дистанционных олимпиад. Пожалуйста, группа или ответственный и участие в имеет школы, киношколы, имеет школы предметов потому что у них и мало учеников именно предметов участия в школе. А Очлинская ООШ, которая совсем не участвует, может, уже дорого руку на олимпиады, но не олимпиада, вот участвует. Еще один вопрос. У меня я с сентября в этом году я начала курировать психологические тесты. Психологические тесты в конце августа. Это снахи или педагогов, психологов, алиха хадисна, озвучит он кикалда полставка, другой полный ставка, другой. Анчи солнце уже конец ухабхомакин коли. У меня мониторинг был, где школы не провели это тестирование. Их думаю, а сейчас одна школа, одна учительница мне звонит, у меня такая нагрузка в школе, говорит, у меня 6 или 7 уроков, эта женщина ко мне звонит. Я говорю, ну, а с августа почему вы ко мне не позвонили и не довели до меня, что вы не можете это проводить? Директор стационе ответственный, нужно был педагог, психологов, остаги нужно было решить лицо голи. Жинцы шефай сколи, цоц, жинцы шефай сколи, цоц, экиц, цатахай сколи, цатах директор выходит. Потому что это республиканское значение буки, не кино, вообще российские значения буки тестирования, хизу, кино, поведение, все где хатунага, если что-то случится, мы все видели и в прошлых годах, что такое любое может случиться. Блогинги, посмотрим, что с этим учеником было не так, почему с ним не велась работа или Буквально на днях мы завершили аккредитационный мониторинг Олькутсникедан Бихизгиона, прям начальник школы, учитель стадинан, ножор специалист грач, она директор за грач, она догирук, она чек-листал грач. Дальше уже предстоит работа. На этом наша работа не закончена, работа только начинается. Это не дагестанский, не республиканский, это федеральный мониторинг образовательных организаций нашей страны. Мониторинг Дагестана, сам мониторинг начнется с 13 числа по 26. Полностью информационную систему государственной аккредитации логин, пароль, каждой школе будем заносить данные. Данные заносить могу всех расписаний большинство школ точно потому что я видел, сколько было ошибок. Координаторы по странице ошибки и это по тем данным, которые они не смогут оспорить. Чтобы еще раз точно данные логично заносить из рук, чтобы я была уверена, что вы все верно сделали, ведь они расписание составит он. Мониторинг форахтан цогиги, никак сезон бажарна показатели лухги, аги, ВПРги, ну и с категориями тоже уже опоздали. Курсы сезон бажарна. Когда я увидела в мониторе чек-лист количество педагогов за последние 3 года курсов проходить, ну я, мягко говоря, была удивлена, честно говоря. Как можно, я говорю, школу, цониги педагогов, за 3 года курсов, цониги педагогов. Множаться халеню, 3 недели, по-моему, осталось, вот дорог, он хотите платно, хотите бесплатно, проходить курсы педагогов. Когда я запрашиваю в начале года педагогов на курсе, или как баххунфилды, он педагогов представит, они не хотят, они взрослые, школа дарсов, этим проблемам возникает из школы. Проходите, пожалуйста, курсы. Жив, коль 1 сентября, я почти около 50 человек, все запросы на курсы и в предметной области, и психологов, и соцпедагогов, и заместителей по воспитательной работе, и за курсов каждый день.
C1 кигутхапу анк итрапу лагеру кинкулару. Курсы сейчас очень удобный формат другу. Максимум 3 дня они идут очно. Остальное все уже группа играем дистанционно, вы получаете сертификат. Минимум 36 часов и дальше, да, и кумотаны. Деньги он проходит пол курсов. Никлецы хотя бы антубалгаги курсы набирать хайчун, а мониторинг руку минимум 40 баллов для основной образовательной программы и средней образовательной программы и 30 баллов для начальной образовательной программы. Хель баллы набирать холчайдис мониторинг торахал очень редко, жив школу направление дис халарахал. От сессии друг холижок и мониторинг. Серьезно, никакие рекомендации лонгуринг уже бачинарят они аккредитации гилишей никакие динжару унайлон. К следующему мониторингу начнем готовиться с 2024 года. Категорию бессрочный ругиль, он вы слышали специалисты семинара Алтайзвачунукара. Категорию геля учитель зада. Халихаб 23 года курсов проходит шин педагога представитель школы. В 2024 году на курсе будем заниматься жесть мониторингом, а нормальный результат он первый. И финансовая грамотность. Финансовая грамотность – это отдельный предмет, один колюк, он нужно ответственно, он нужно назначить торчазуха. Вот точно рапетить от ситуации, он дит, алхан мне жалуется, что до школы нас не оценивают, жодой кумакольчи хечу, жинтербуги нагрузка от амугу. Коллеги, эти вопросы, Ханя, отдел он лежит решать школа. Решите, пожалуйста, эти вопросы нужно уважение. Нужно ниже ответственный один нам представить толюги специалист, поставьте его в курс этого. Когда я ему звоню, он ничего не знает, никакие курсы у народа. Финансовая грамотность повысится на повышение. Вот если затребует он, она 100% педагогический состав Никлер-Хунзахский район. Курсы в основном да добавить, они в основном идут дистанционно. Дите один заявка подавать вы им захватывали кинезику, поэтому это не какая-то определенная область или предмет гуру. Каждый предмет и в начальной, и в основной, и в средней жибжи образовательная программа жибжи дарсал требуют они повышения урока с горти ключа языки приходят аршинжут. Поэтому это не специалисты сухалты. Киногу педагоги бегут халайзи химологи цоту дарсалды не урочные гоники жоники привлекать языки. Ханчи сюда же хочу мониторинг он онлайн урока золха. Некоторые школы молодцы, ждутся гола, айлик, особенно мочок школ, специалисты, Баркалт идет умугу, она и за себя работала, и мне помогала, и согиды школы, зиголечи школы, зиголонгихон рехунач, она хлыноша зиги, гола школы, зиги дица гугихон просмотрел, жалобу школы хапульчай группа. Он мониторинг год исылхад нахвач ару, а год анцель хаду процент курен буинчух просмотрел. Он она с меня требует, почему такой низкий показатель. Поэтому уже проблема в школе сами там внутри решайте, дирки специалисты пусть работают, показатели Учебник вопрос Никец он. На сегодняшний день 81,8% обеспеченность Бугу Никера Оналда. Не хватает 10 132 учебника. Не хватает. Но Жоргуру гит ахал, я вас очень прошу. Ахири санаса, Никер код гичан, Никец жаваб кескот ахал угагал. Никец. Вот в этом году я обнаружила, он атанил жиндаги хач угон, шон арай халарил, ушхиенц накрусинечили. Зачем тогда нужны нам библиотекари? Техажа хабгу, штатки qarina рахум библиотека те, покерс посила, покерс яхугис накхеле, требует олечуни хеле qарлунечуни. Эдинан хайзюх их библиотекаров шизха, их учет отчетки олечуни, их эдиан ответственность кечуни их шизха. Это же огромный минус руководителя. Что я могу сказать адрес библиотекарей, если вы это не видите? Есть библиотеки, идеальная работа у которых есть. Идеально. Пожалуйста, учебника Зуджавалки. Доступность дошкольного образования. Вопрос номер 1 в республиках. Конечно, мы тоже среди тех районов, где нет стопроцентной обеспеченности. Естественно, я понимаю, с чем это связано. Два хиники, накики, свободные места и руку, накики, садик кочуха. Ну, накик, садик кечехал, да хагак алдоги, очередь алдруги химал, не охваченный химал, хунзак.
Бук уимбак ил он нак эканирачи мажоли. Бажолару. Гобгу шини. Местай бук он хунза какой хинял шинирит у мажоли. Бажолару. Вот такие моменты есть там, в нашем районе. Поэтому на сегодняшний день какие цифры, пожалуйста, Асет. Добрый день, уважаемые коллеги. У нас на сегодняшний день развитие дошкольного образования является приоритетной отраслью не только регионального значения, но и федерального значения. Поэтому в целом по республике, вот вчера тоже на ВКС озвучили, дошкольному образованию, именно достижению доступности дошкольного образования уделяется огромное внимание. На сегодняшний день эта цифра у нас составляет 85,5% в районе доступность дошкольного образования. К сожалению, обеспечение доступности во многом сейчас от нас не зависит. Почему? Потому что отдаленность сел, перегруженность, можно сказать, и то, что есть у нас такие села, например, как Харахи, Амущи, которые на самом деле не могут вместить больше детей. То есть мы их переукомплектовали больше даже, чем на самом деле можем. Здесь, наверное, никто не даст солгать. На вот эти вот квадратуры, которые рассчитаны во многих садах, детей больше, чем следует по Санпину. Вы, наверное, сами тоже это знаете. Но, как бы то ни было, мы выходим вот так из сложившейся ситуации. На сегодняшний день дошкольным образованием у нас охвачено 1328 детей, а в очереди состоят 244 ребенка. Здесь у нас вопрос возникал о создании групп кратковременного пребывания. Вот Патимат Хадисовна тоже озвучивала, неужели нельзя создать. Если будет такая возможность, в следующий раз мы как-то этот вопрос поднимем уже вместе с главой района Нурмагомедом Максутгаджиевичем, чтобы, например, в Аране у нас очередь, почему на базе Аранинской школы новой можно создать группу кратковременного пребывания. Очередь хотя бы, чтобы снять. Почему? Потому что, к сожалению, вот раньше был транспорт у нас обеспечен с военной части, до Абада детей перевозили вахтой. Сейчас уже этой вахты нет. И родители сами развозят детей. Если есть такие программы, мы запросим у Министерства транспорт, чтобы организовать развозку детей. Раз. Если мы не можем, то пусть у нас будут группы кратковременного пребывания на базе Аранинской новой школы. Я думаю, что это тоже очень хорошо снимет очередь. Потому что сейчас многие военные обращаются и говорят, что у них нет транспорта. Они на дежурствах, и поэтому им проще отдавать в Аранинский детский сад. Вот такая проблема тоже возникает. А что касается в Харахи, в Амущи, в Мущули у нас есть проблема. Вот в таких садах, наверное, необходимо как-то, если есть возможность при школах их открыть, а если нет, уже, наверное, обеспечить и ворота тоже, дополнительные места. Все-таки эта проблема у нас сохраняется, республика тоже в курсе, но мы ничего пока что с этим вопросом решить не можем. И вопросы, которые часто задают, сохраняется ли бесплатное питание в детском саду для детей СВО. Да, сохраняется, согласно постановлению 319 у нас в соответствии с указанием главы о дополнительных мерах поддержки эта льгота у нас сохраняется. Это раз. И еще я хочу сказать, что у нас одно из самых низких показателей по родительской плате. Вот на самом деле в этом вопросе мы сегодня одни из самых первых муниципалитетов. Есть муниципалитеты, в которых родительская плата доходит до 700, 800, 600 и так далее рублей. У нас это вот очень такая стабильная сумма, пока мы держимся. Поэтому за это мы тоже благодарим руководство района, что мы пока эту родительскую плату не поднимаем. И последний вопрос, который часто обращаются и который я не могу не озвучить, хотя бы
хотя это каждый раз я озвучиваю, но все-таки актуальность этого вопроса сохраняется. Я не знаю почему, может, вы на местах не проводите эту работу. Уважаемые коллеги, большая просьба, исключите грубость в детских садах. Да, грубость в детских садах. Поступают жалобы, приходят и обращаются. Надо это В следующий адресно раз, сказать. В следующий раз надо адресно вот так высказывать. Почему? Потому что на самом деле, сколько я здесь занимаю вот эту должность, каждый раз я поднимаю этот вопрос, но этот вопрос не снимается с повестки дня, к сожалению. Это раз. И во-вторых, дети СВО должны быть обеспечены местами. Я этот вопрос даже при главе не подняла. И вопрос, почему детям СВО мы вне очереди даем места, я думаю, здесь даже вот не стоит этот вопрос поднимать. Когда я направляю ребенка, это значит, что я согласую это с руководителем. А вообще в других муниципалитетах это прямо-таки отправляет глава района. То есть это никто не обсуждает. И у меня к вам большая просьба всех своих знакомых, родственников, друзей, тех детей, кого вы должны туда зачислить, несмотря ни на систему ЭДС, ни на все другие рычаги и так далее, вы зачисляете, оставьте детей СВО в покое. Я их буду направлять и лично контролировать, и вот Патимат Хадисовне буду отчитываться, а он будет отчитываться главе. Ежеквартально у нас собирают отчет министерства, чтобы представить главе республики, скольким детям мы обеспечили место СВО. Детские сады – это государственные учреждения, это не ваши дома и не частные места. Пожалуйста, дети СВО, они вне регламента и вне закона. Нам это дает поддержка и прокуратура. Вы сами знаете. Выступают и говорят, детям СВО обеспечьте места. Я думаю, что этот вопрос больше у нас на повестке дня не станет. Парта героя должна быть во всех школах. Парта героя во всех школах. Нижрачал школа, даже в новой аранистской школе я его не вижу. Парта героев и детям должны объяснить, что это такое и для чего она должна быть. Почему? Потому что мы все больше и больше внимания уделяем патриотическому воспитанию. И еще один момент. РДДМ, ножода гираулятеля, ножода гираулятель, но ножода бихулеч. РДДМ создавать канане районов, есть муниципальный координационный совет во главе глава Гювук он. Бук инкулари жогуру очень хорошо. Это РДДМ заставит работать наши пионер-вожатых, заставит работать, но при этом пионер-вожатые работодатели нуж директор зайругихи пич школа, вожатый от школа, координатор от школа.